В редакцию «Русской весны» поступило обращение левопатриотических сил Белоруссии к президенту по случаю очередного отказа белорусскими властями в регистрации бессмертного полка. Левопатриотические общественные объединения Белоруссии, образовавшие Координационный совет «Единство», просят вас оказать содействие в решении вопроса, связанного с очередным необоснованным отказом Главного управления юстиции Мингорисполкома в регистрации Минского городского общественного объединения «Бессмертный полк», учредителями которого являются члены наших общественных объединений. Однако у властей города Минска совсем иная позиция. 3 мая 2018 года. Вопреки патриотическому настроению многих граждан города-героя Минска, желающих быть причастными к единой международной акции во вред имиджу республики, Мингорисполком на нашу заявку дал отрицательный ответ, отказав нам в праве проведения шествия бессмертного полка в День Победы 9 мая. «6 мая 2018 года мы вынуждены были выступить с протестным заявлением, которое было направлено в ваш адрес. После этого 8 мая 2018 года мы, как авторы заявки, были приглашены на беседу в Мингорисполком, где нас лично принял тогдашний председатель Мингорисполкома Шарец с заместителями и руководителем Главного управления идеологической работы и по делам молодежи. В результате переговоров стороны пришли к взаимоприемлемому соглашению, согласно которому шествие бессмертного полка от площади Якуба Колоса до площади Победы было разрешено. Для урегулирования в дальнейшем сложностей, возникающих при получении разрешения на проведение шествия бессмертного полка, идя навстречу требованиям большого числа своих сторонников, активисты данной патриотической акции приняли решение в соответствии с законодательством Республики Беларусь учредить городское общественное объединение «Бессмертный полк». Это позволило бы во взаимодействии с минскими властями более четко и организованно готовиться к проведению популярного в народе шествия в рамках празднования Дня Победы как важного патриотического и антифашистского движения, ставшего традиционным во многих странах, прежде всего в России, нашем союзнике. Во исполнение этого решения 14 сентября 2018 года в Главное управление юстиции Мингорисполкома было подано заявление и комплект учредительных документов. Однако учредителями был получен отказ в регистрации, причем необоснованный, поскольку обнаруженные недостатки в наших документах были формальными и, главное, легко устранимыми, что не давало оснований для отказа и противоречит требованиям СТ. Ч-259 Конституции Республики Беларусь, а также требованиям статей 14 и 15 Закона Республики Беларусь об общественных объединениях.
Согласно данному закону, государственная регистрация общественного объединения может быть приостановлена на срок до 1 месяца в случае несоответствия представленных документов или сведений требованиям законодательства, если такое нарушение носит устранимый характер, но чиновники Мингорисполкома это требование проигнорировали. После устранения указанных в первом ответе несоответствий и проведения нового учредительного собрания документы для регистрации ООО «Бессмертный полк» были повторно направлены в Главное управление юстиции Мингорисполкома, тем более, что начальник данного управления А. Плышевский обещал лично проконтролировать процесс регистрации. К сожалению, наша надежда на непредвзятость рассмотрения документов в Главном управлении юстиции Мингорисполкома не оправдалась. Во втором отказе были указаны 4 несоответствия документов требованиям законодательства в тех местах, о которых в первом отказе не упоминалось. И эта волокита может продолжаться до бесконечности, каждый раз в одних и тех же текстах будут найдены новые недостатки. То есть становится очевидным, что дело вовсе не в содержании документов, а в нежелании чиновников Мингорисполкома регистрировать ООО «Бессмертный полк». Эти противодействия Мингорисполкома международному движению «Бессмертный полк» в Минске недопустимы. Ставят Белоруссию как республику-партизанку в традиционной системе единой памяти об общей победе в положении «Белой вороны». Неужели в Мингорисполкоме не понимают, что поскольку победа над европейским фашизмом во главе с гитлеровской Германией была достигнута единым советским народом, приватизировать общую победу недопустимо? Неужели они не понимают, что такая позиция разделяет братские народы и противоречит интеграционной линии нашей республики на постсоветском пространстве, включая задачу реализации договора о создании союзного государства Белоруссии и России? И это делается несмотря на то, что 28 сентября 2018 года в городе Душанбе было принято решение Совета глав государств Содружества независимых государств о подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Прилагаемый к нему план мероприятий включен пункт 3.13 «Организовать проведение международной акции «Бессмертный полк», срок выполнения – 2020 год. Под решением стоит подписи глав государств СНГ, в том числе и ваша подпись, Александр Григорьевич. Учитывая вышеизложенное, убедительно просим вас использовать свои возможности как гаранта Конституции Республики Беларусь и принять необходимые меры для устранения препятствий в осуществлении учредителями ООО «Бессмертный полк», членами наших организаций конституционного права на свободу объединений.
Драко, председатель Республиканского совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость». Читайте также: Путин: мы оставляем за собой право защищать свободу вероисповедания на Украине. Видео.